идем оттуда. Просека вот тут пересекает это болото. Мы прошли вот здесь. Я хотел обойти это болото все. Но она, блин, там такой тягун, еще 1,5 километра минимум. Идет вон туда. Ну да, очень большое оказалось. Зимой совсем другое, а летом вот так. Немало уже прошагал. Вот когда я переходил болото, налево, в общем, я вот сюда, возле этого болота прошел немало уже. И ни одного взлета, ребята. Я не знаю, куда дальше идти. Сейчас нашел какую-то тропинку, наверное, олени тут топчат, ходят. И болото тянется в сторону запада. А сейчас мы пойдем на север. Потому что севернее нам надо и в сторону восхода круга. Там, ну, здесь уже старые лесопунктовские вырубки, вон, пни такие, вот. Уже все, новый лес вышел. Хороший лес растет. Пойду на север, потом в сторону восхода буду круг делать. Там более лес такой, елка, сосна и более крупный лес. А здесь видно, что старые вырубки и косачей, ни тетерок, ни глухарей, ничего нету. Собаки так себе нюхтят, что-то ходят сами по себе. Не знаю, ну в эту сторону дальше, наверное, не пойду. А так интересное место, и интересно, мне очень понравилось. В будущем, если в следующем году я приду сюда, если будет птица, я дальше буду ходить в ту сторону. Буду дальше знакомиться. А сейчас пойдем, ребята, на север. На север. Ну да, это старая лесопунктовская. Это после военных времен, наверное, вырубали тут лес. Где-то лет 70, наверное, прошло, и вот, смотрите, 50, 60, 70. И лес вот вышел, километров 15, наверное, тайга стоит. 15-20 метров. Вот такие дела, ребят. Пойдем дальше. А так-то, в принципе, для ходовой охоты места вообще идеальные. Очень даже хорошие. Прям вот душа радуется, идешь, и почва хорошая. Плотная, ягель. Но один минус, птицы нету. В северной стороне от избы птиц вообще нету, как я смотрю. Вот так, ну тропинка есть. Куда-то олени приведут нас. По оленьим тропам пойдем. Собаки дернулись куда-то. В ту сторону побежали. А я не услышал, кто-то взлетел или нет. А, косач. Тетерка там. Сейчас залает и улетит. Ну да. Косач, наверное, какой. Чего не лают? А вон. Сюда летит. Вон. Насквозь улетел. Насквозь улетел куда-то. Я не видел, что сел куда-то. Тулан прискакал. Я жду тулана, а тут прям на этих деревьях два косача, оказывается, сидели. И, ну, я приспущенной головой так иду спокойно. И вдруг они так вот-вот-вот взлетели и улетели. Кут-кут, говорят они, держи, держи. Кут-кут, это кут, это по-нашему держи. Кут-кут, держи, держи. Вот так. И все, улетели. 3 штуки, значит, оказывается, они здесь были. Один сперва, это тетерка была, и тут еще 2 штуки. Все. На таком расстоянии 3 дичи. Мама, не горюй. Да-да-да. Но они как-то любят вот такие старые вырубки. Молодняк лес.
Не ждал, конечно, но встретили. Я думал, чуть впереди, дальше там пойдем, там старые вырубки еще будут. Ну и тут тоже 3 штуки оказались. От вырубки отошли мы, вон там светло. В стороне уже осталось. Идем на северо-восток. Северо-восток. Здесь небольшой ручей тоже, противный ручей. Переход такой, блин, широкий. И не хочется уже туда переходить. Там вырубка, стена вырубка очень, блин, тоже береза вообще, непроходима. И решил так спуститься, ну, параллельно этому ручью так. Ну, лес вроде хороший, нормальный. Пока тишина, но будем надеяться. Так. Не знаю, даже навигатор я не поднимал, где я именно нахожусь. Где север-юг, просека, фиг знает, что-то я. Просто тупо иду по компасу. И все. Нормально, идем. Лес хороший. Почему бы и не идти тут? Так, да. Главное, за ручей пока не будем переходить. Чем-то похоже на просеку. Не знаю. Может и просека. И вроде как тракторная колея тут проходит. Оттуда идет. А может и просека тут проходит. Лень навигатор поднимать. Не хочу. Останавливаться идем. Что-то похоже на тракторную колею. И это знакомо мне. Как будто я тут 2 года назад чай пил здесь. А она еще так и наверное, здесь и проходит. Просека. Ну, поход был 10 мгновений осенней охоты. И кому интересно, я тут проходил на другую реку. Там ночевал в другой избушке. Тоже старая моя избушка. Место там охоты. Я оттуда уже перешел. У меня фыркаешь. Сколько идем, ничего нету. Верьте, не верьте, вообще дичь. 0. Настроение, конечно, чуть-чуть падает. С хорошим настроением вышли с избы. А пустой рюкзак тоже не дело. Целый день, 2-й день уже идем. 2-й день пути. Если перешли мы квартальную просеку, о чем я говорил, где-то с километра она осталась. На средней просеке там должна быть изба охотничья. Если что, дойдем до туда и там будем отдыхать. Перекус покушаю, чай попьем, вообще отдохнем и дальше в путь. Я думаю, если не ошибаюсь, не больше километра осталось. Первый след взяли собаки. Айда работает, активно работает. Это боровая дичь ходила тут и даже куница. Но пока тишина. Не знаю, кто тут был. И тулан там тоже что-то нюхтит. Подхватывает тоже. Но взлета не было, ничего. Может, куница бегает. Не знаю. Ищет, работает, но может кто-то и где-то ходит, бегает, летает. Очередной переход, вот тракторная колея. Туда переходит через этот ручей. Но это знакомый переход. Там за ручьем там будка с печкой, наверное, еще. Из бруса или не помню уже. Где-то там недалеко, вот как поднимешься, там горка такая, горка и там будка. Ну вот смотрите, как паутина, вот туда лучше не лезть, а там за
За ручьем вообще стена такая. Ну, зато за стеной там, конечно, сосняк хороший. Я там в основном зимой там ходил. Да, это стопроцентно уже близко мы к этому, к избушке. Даже попадаются уже ловушки здесь. Смотрите, жаробеч. Ну, я, в принципе, этой ловушкой у меня видео есть, ловушка на глухаря. Все уже забросили. Вот такая петля тут из проволоки. Это на глухаря так вставляют. На глухариная. Ну, слишком толстая, как смотрю, грубовато. Потоньше надо. Ну, если глухарь, то он попадет, но все равно грубовато чуть-чуть. И тут вот такое место вот туда и вставляют. Ну все уже сгнило, конечно, все. Гибель. Это уже все уже перестали ходить, забросили все. И хозяину этой избы я как-то звонил, лично я звонил ему, продай, говорю, мне свой участок. Он с удовольствием согласился, говорит, бери, можешь охотиться, ловушку ставить, дело твое. Но оказывается, у них там родственников, мама не горюй, брат, сват. Короче, я не согласился. Один дает, на следующий день, может, другой придет, отберет. А лесные законы, они строгие. Я был молодой так, молодой, азартный в этом деле. Хотелось все больше, там 3-4 избы, чтобы охотничьих изб было. Но сейчас я уже стал ленивый. И вот смотрите, сколько мы сегодня уже прошли, сколько километров. Видели только 3 косачей. Ну и глухарь там недалеко от избы, там буквально там 3 километра, наверное. А я сейчас уже это километров 12, наверное, прошел. И за такое количество времени 3 тетерки видели. А подстрелить пока ничего не удалось. Так что, а так, лес хороший. Раньше был этот, как его, ну вот, штатные охотники здесь, наверное, промышляли. Как думаю, это тоже хозяева штатными охотниками были. Потому что в основном сейчас в то время и у штатных охотников было и избы. Вот так. Ну, в общем, как сказать, желание было, азарт был, возможности были, время было, а сейчас этого нету, выгоды нету. Выгоды нету, чтобы, ну, наконец-то зачес увидел, старый зачес. Это, думаю, к избе уже идет. Выгоды нету сейчас ходить по тайге и ловить. Вот ловушка тоже очередная. Уже еще. Ну, уже 100 лет, видно, не ходили, ни хром. Там, это, проволока, ни хром. Это 1000 лет прослужит. Не сгниет, не ржавеет. Продается в любом хозтоваре, в хозмаге. Там спираль для электроплит. Там вроде небольшой на вид. А там, 20 или 30 метров. Можно этих ловушек сделать. Фиг знает сколько. В комментариях мне тоже писали. Олег говорит, показывай, как ловушками ловить, там, настораживать. Но это я показывать ничего не буду. И лучше не просите. Мне Игоря лично сообщения писали, предупреждали, чтобы я ничего такого не показывал. Дичь ловушками. И так, говорит, дичи нету. Рекламировать такие
вида охоты не надо. Так что я прислушиваюсь к предупреждениям и охоту показываю в меру. Так что показываю, то и ладно. Старый зачес куда-то вон туда идет. Ну вот ручей идет ниже, изба чуть-чуть выше. Но все равно надо по ручью как-то пойдем. Верняк уже придем. Это тоже притока такая идет, но основной ручей спереди. Ну, там огромный ручей, там переход, там вброд не перейти, там если через валежники там. А так широкий ручей. Может и к лучшему, что не дали мне этот участок промысловый, потому что заботы очень много нам. Содержать там избы, там 3 избы, получается, было бы. И территории там все время надо что-то делать, обновлять там путики туда-сюда. Ну, если непрерывно там жить в лесу, капканами охотиться и за сезон хоть не знаю сколько по количеству поймать там куниц. С куницами более-менее как-то охота выгодно. О, блин, медведь. Вот так. А так с собакой я пройду разок. Уже когда... Так, ну когда тут, это, наверное, весенний бардак. Весной, наверное, тут. Ну, он, конечно, тут разрушился. Ладно, ребят, дойдем до избы, поболтаем еще. Вот он ручей большой, но это еще мелкий, а там этот ручей еще впадает в второй. Короче, 2 ручья соединяются. Ну тут переход нужен этот, чтобы поперек бревно лежало. Так просто не пройти. Небольшой привал. Загружается навигатор. Ищет спутник. В общем, отдыхаем. Я что-то блуждать начал. Без навигатора я уже ничего не понимаю, куда я пошел. Вроде все знакомо. Все свое там. Не раз ходили, а солнца нету и шагаю, но что-то я куда-то не туда пошел. Сейчас буду разбираться. Короче, до избы 600 километров еще. Вот это я пошагал. Что-то я вообще не там. Ничего я... Куда я пошел? Все нормально, по ручью мы спускались. А почему так? Надо вон, смотри. 600 километров. Я думал, там буду перекурить. Так, сейчас подожди, куда стрелка пойдет. Вообще в другую сторону надо идти. О, вон туда надо идти. А я уже, блин, так, 600 километров. Ладно, буду разбираться сейчас. Передохнем и сходим все-таки, наверное. Но что-то там сыровато. Как так получилось? Никак понять не могу. Сейчас буду разбираться. Я очень далеко в стороне от избы. Надолго я запомню этот поход. Вот это да. Как так получилось? Голова уже вообще. Километр 600. Значит, я на запад примерно сколько пошел?
ничего. Прошлись, познакомились с новым местом. Ну, для меня это, конечно, удивительно. Как новичок, блин, запутался. Так, начинаю уставать. Вчерашняя усталость еще не прошла. Сегодня добавок. Ага. Ну, опять хорошее место хоть вышли. Так, по навигатору. О, компас показывает туда. Все нормально, дойдем. Здесь вроде сухо. Все вспомнил, ребят. Все вспомнил. Там ручей ход конем делает. Как-то развилка такая тоже получается. И запутался там. Вообще не в ту сторону пошел. А так все знакомо. Этот ельник сейчас пройдем. Там будет уже сосняк. И вон ручей, самый основной, который я показывал чуть раньше. Все, дойдем. Сейчас здесь и идти нормально тут. Туда, вон он. Вторая стая, ребят. Первый я не заснял. Где же они? Не вижу. А, вон они. Вон, прилетели. Вторая стая уже за сегодняшний день. Гуси сперва, потом вторая стая прилетела. Когда я с навигатором копался там что-то. Вон. Как же вас много там. Кощак такой. Ну вот за леском оказались. Вон куда-то. На болото там очень большое. Откуда мы пришли? В общем, в ту сторону полетели. Там шикарное болото, очень большое. Там, наверное, отдыхать будут. А я штурмую. Прям лечу. Пока. Ну, тут уже недалеко осталось. Идем. Вот она, ребята, изба. Ничего я. Куда я сперва пошел, не понять. Давненько я тут не был. Да. Все по-старому. Все по-старому. Но я в основном вон оттуда прихожу. С того места. С южной стороны. Ну. Это амбар ихний. У охотников. Здоровый крепкий амбар. Подправили, наверное. Стойку поменяли одну. Баня. Ну, я зимой последний раз здесь был. Черная баня. Старая охотничья изба. Вот так. Вот, баня в черном. Печка, как и в моей бане. Только вот котелок там сверху. Видно, котелок сверху, там вода греется. Нары там. И мочалка. Нехитрая печка. Как и у всех у охотников. В охотничьих избах. Ну вот сама изба. Ну, у меня покрыли пленкой. Это вдвойне быстрее, наверное, сгниет, конечно, ребят. Протекала там ниже трубы. Я вроде им говорил, когда звонил. Надо рулон рубероида поднять. Эта фигня они сделали. Ну, все уже надо менять. Крышу. Так, пострелушки тут у них, наверное, видно было. Куда-то стреляли. Ну, вот. Челом здорово, Карка. Вот такие делишки. Вот. Сделали этот, как сказать, сидюшки такие. Немножко бардак. Ну, хозяева, видно, не так чисто, не чисто держат избушку. Топор или забыли, или что они тут. Маленький топор оставили. Вот так сюда поставим. Ну-ка, уйдите оттуда. Вот ручей, о чем я говорил. Огромный ручей. Большой. Но видно, что тропинка идет
Может, воду набирали, может, им на маленькой лодке сюда доплывали. Но сейчас она большая, конечно, чуть-чуть летом меньше. Здесь бревно такое было, переход. А сейчас почему-то нету, и спилено как-то, я смотрю. Видео есть про эту избу у меня. Смотрите, там в плейлистах, как я зимой здесь ночевал. Я обычно на эту избу прихожу зимой. Зимой я охочусь. Хожу в этих местах. Так я ел. А осенью не стараюсь. Это давно уже я тут не был. Челом здорово, Гырка. Запах такой. Ну как, вкусный запах, понимаете? Запах избы. Вон там протекало все. Но они пленку накинули, а это ерунда, честно говорю вам. Печка-буржуйка тут большая. И все четко. Мне нравится эта изба. Я частенько сюда приезжаю. Но вот видите, как они оставили бардак такой. Компас, но долго ли это выкинуть, подмести все? Вот смотрите, все как-то оставляют, ну, да, ну нет слов, короче. Тут перец оставили, тоже можно же как-то повесить, или я не знаю, фонарик оставили вон. Просто повесить, чтобы мыши не объели и все. Ай, блин. Сейчас я буду чай пить. А как он, фонарик-то работает, как он включается? Что-то... А, вон он. Выключатель вот тут. Ага. Ну вот. Но другим охотникам пригодится. Я как-то этой лампой еще пользовался вроде как. На том видео зимнем. Собаки зашли, нюхтят. Матрас висит всегда тут. Ну, для меня потолок низковатый, конечно. Низковатый чуть-чуть. Вот такие дела. Сейчас я рюкзак еще сниму. Пустой рюкзак, только, блядь, термос и еда и все. А тянет, ну-ка, иди. Тяжелый. Вот смотрите, пакеты, макеты. Можно же подмести, если ваша изба хозяева, блин. А вон потолок какой вон. Видели, какие здоровые плахи? Я как-то снимал тоже вот внутри, потом, а вот это вот, смотрите, как сделано. Это еще, наверное, как-то давно уже это дело было. Картошку оставили. Вот смотрите, такие, как сказать, ну, это без рубероида, без ничего так делается. О, вон видно, такие вот, ну, как замок. Он как замок получается. Чик-чик-чик-чик. И вода скатывается на другую доску, а оттуда уже, ну, вообще замки такие делали. Без рубероида, без ничего. Вот как это вот. Вот, наверное, вы сейчас поняли, как все это делается. Все делается пилой. Это не того оленя, не того лося. Ну, или нашли, наверное, в этом году. Этого не было. Этого не было раньше. Это, видно, сей год они принесли, нашли. Или в прошлом году. Удочки. Видно, рыбачили тут на ручье. Ну, видно, что мелкий хариус, наверное, поднимается что-то. И мало чистили рыбу. На жаркое, может, поймали. Ну, постреляли они, конечно, капитально. Везде гильзы. Ой-ой. Пакеты. Костер там. Я тоже как собака устал сегодня. Хотел, вчера думал, сюда с ночевкой приду. Здесь переночую и завтра еще дальше круги делать. Но смысла нету. И завтра целый день нам дождь будет. Ну, хозяева, конечно, за это вам большой минус.
такой бардак после себя оставлять. Я не судья, я так, по себе я вот, мне как-то западло такое оставлять возле своей избушки. Я тоже убирать не буду. Я не стану, вот сейчас я возьму и буду убирать, собрать у них банки. Нет, такого не будет. Если я переночую, я все уберу, подмету пол и все уберу. А так, это сами хозяева, пусть что хотят, то и делают. Дело их не дело вообще. Вот так. Сейчас я буду чай попью вообще, чай попью. Чай попью, покушаю. Консервы. Жалко, я не взял этот, как сказать, газетку надо еще было бы взять. Ну, милые ребята, вы оставили, конечно, петли для рябчиков. Наверное, бухать приезжает сюда еще. Настоящий охотник так не делает. Молодежь какой-то. Что-то в банке там. А это, наверное, этот. Как сказать, табак, наверное. Табак вот так. Я на столе оставлю, чтобы мыши не могли подняться. Вот. Ну да. Или, да, вот здесь, наверное, оставлю. Вот сюда уже точно мыши не полезут, не смогут залезть. Это табак. Дофига. Самокрутки, наверное, делают. Угу. Все, буду, короче, чай пить. Чай попью и собак накормлю, и дальше в путь.